Традиционная итоговая пресс-конференция Владимира Путина в этом году поменяла свой формат. Сам глава государства в своей подмосковной резиденции Новоогарево, а журналисты на специальных площадках по всей стране, начиная от Ставрополя, заканчивая Дальним Востоком. Прежде чем вступить в диалог с аудиторией, президент подвел итоги года. Их Владимир Путин сравнил с погодой. А она плохой не бывает. Какая есть, такую и встречайте. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции. Не только для России, для всего мира. Мы это хорошо знаем, уже свыше 70 миллионов человек уже столкнулись с ней по данным ВОЗ. Значит, эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Владимир Путин ответил, что пандемия повлекла за собой введение локдаунов, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, падение доходов. Однако, по словам президента, Россия встретила пандемию достойно и отчасти лучше, чем другие страны мира. Производство продукции сельского хозяйства России показало рост почти на 2%, а прибыль банков составила более триллиона рублей. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретились отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Владимир Путин заявил, что система здравоохранения России достойно отреагировала на пандемию коронавируса на фоне остальных стран мира. На 100% к такому не была готова ни одна система здравоохранения в мире. Наша же оказалась более эффективной. По его словам, на начало пандемии потребность в койках составляла 95 тысяч, а сейчас уже развернуто 270 тысяч. Также было построено 40 центров для коронавирусных больных. Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас скажу о недостатках лекарств и о других проблемах. Это само собой разумеется. Это все есть, мы это все видим. И анализ даже поступающих вопросов, и в вашем вопросе это звучит, говорят о том, что далеко не все решено. Но, смотрите. У нас на момент начала пандемии, когда только первые сигналы пришли от наших друзей из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границе. И выиграли, я тогда уже много раз об этом сказал, выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придет это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время. Начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. Коснулись на конференции и дополнительных выплат работникам красной зоны. Эти жалобы поступили в колл-центр, а на столе президента целая папка бумаг с обращениями по этой теме. Медики Нижегородского военного госпиталя не получают доплаты за работу с коронавирусом с сентября. Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой СИЗОВ, с средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. В Рязанской области знаю точно, что из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться. Далее говорили о снижении уровня жизни населения страны. Владимир Путин признает, что ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов. И это они видят и понимают. Президент заявил о плане правительства по снижению количества людей, живущих за чертой бедности к 2030 году с 13,5% до 6,5%.
Кому пандемия, как говорится, война, а кому и мать родная. Производители в России резко подняли цены на продукты первой необходимости. Это сахар, мучные изделия, подсолнечное масло. Все производится в России, так почему же растут цены? Владимир Путин отметил, что производители не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека. Так прокомментировал ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, президент России. Главу государства спросили про убийства в Европе из-за карикатур и как в России удается избегать такие случаи. Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Но с другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве, и в исламе. Я вот недавно же приводил даже цитаты из священных писаний, из Корана, из Библии, из Торы, из священного писания буддистов. Во всех мировых религиях, значит, нет намека на агрессию. И попирание твоих прав предполагает, что при попирании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может ее забрать. Вот это никто не должен забывать. Мы как к этому относятся в России? И вы спросили, а что мы делаем, чтобы такого не произошло? Вы знаете, Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. И у нас сложилась определенная культура отношений между представителями различных религий. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями. В нашей стране было очень много, в истории много было трагических, тяжелых, можно сказать, черных страниц. Ну, вот смотрите, депортация народов некоторых после Великой Отечественной войны. Это такая острая тема, мы стараемся как бы лишний раз об этом не говорить. Но, тем не менее, это же было в нашей истории. Я сейчас не буду давать оценок того, что произошло. Ясно только, что представители тех народов, которые подверглись таким репрессиям, их представители же, во-первых, с хлебом, с солью встречали оккупантов, представители почти всех этносов Советского Союза, там, где оккупанты входили. Ну что, таких не было, что ли? Да предатели везде были. И в то же время были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней капли крови. В том числе представители тех народов, которые были репрессированы, кстати говоря. Но я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что не было репрессий по религиозным соображениям. То есть репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников. Не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого никогда не было в нашей стране. Понимаете, это чрезвычайно важная вещь. Но я о чем говорю? О том, что между представителями различных религий и, кстати, не только религий, но и атеистов, она вырабатывалась у нас веками. И поэтому у нас, слава богу, никто и не допускает вот таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или других конфессий. Надеюсь и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было. Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить. А то, что происходит в некоторых европейских странах, там, знаете, ведь в чем дело? Там, вот скажем, в некоторых европейских странах там представители, скажем, ислама составляют где-то около 10% от местного населения. Но они, как правило, иммигранты. Или иммигранты во втором, в третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий
живут в своей собственной стране, у них нет другой родины. Вот это очень важная отличительная черта того, как складывается и складывалось до сих пор взаимоотношения между представителями конфессий в нашей стране и, скажем, в европейских странах. Поэтому там этот проект мультикультурализма, он потерпел фиаско, крах, о чем многие, призывавшие к этому проекту и к его реализации, вынуждены были признаться в том, что он развалился. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков. Не обошлось на конференции и без острых углов. Дело отравления Навального, арест Фургала и Сафронова, а также поправки в Конституцию России. У Путина спрашивают, стоило ли это того, и планирует он баллотироваться на следующих выборах. Значит, по поводу того, что стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю. Владимир Путин также отметил меры поддержки семей страны. В 2021 году помимо социальных выплат около 15 миллионов детей получат новогоднюю единовременную выплату. Об этом глава государства заявил в конце конференции, которая продлилась почти 4,5 часа. За это время он ответил на 60 вопросов. Муслим Ганиев, Новости 24.